Здравствуйте, мои хорошие! Добро пожаловать на канал Магия Песка. С вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, смотрите мое видео, за вашу невероятную теплую поддержку комментариями и лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на самые ближайшие дни. И мы с вами посмотрим, что хорошее случится с вами. Чем удивят и чем порадуют вас в ближайшие 3-5 дней. Загадайте, пожалуйста, на себя, на все хорошее и доброе. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, хорошее и доброе. Что же ждет вас, мои милые? Ну, давайте разбираться. Смотрите, в корне рисунка здесь показана картинка объединения нескольких людей. Вообще мне идет как 3 человека. Хотя я не исключаю, что может быть и больше людей. Люди объединяются и собираются вокруг вас. В сакральном смысле слова это означает, что люди будут вас поддерживать, помогать. И вы, возможно, как лидер, да? Лидер этой группы людей, возглавите этих людей. Если мы говорим в прямом смысле, да, этой картиночки, этого понимания, то здесь помощь. Помощь со стороны тех, кто вас окружает. Поддержка, помощь. Люди очень плотно к вам стали. Вот знаете, как и справа, и слева, и спереди, и сзади вас просто поддерживают, не дают вам упасть. Возможно, вам очень нужна эта помощь, вы в ней нуждаетесь. Может быть, вы обращались, просили, может быть, вы скромно молчите. Но вы в окружении людей, которые очень к вам хорошо относятся, любят, ценят, уважают и, конечно же, вот прям закрыли вас со всех сторон, прикрыли, да, и поддерживают вас. И, кстати, быть лидером — это тоже неплохо, особенно для такого умного, интеллигентного и очень ответственного человека, как вы. Поэтому очень хорошая картиночка. Так, здесь у меня женщина очень такая деятельная, активная, отбросила какой-то хвост, рыбий хвост. Ну, это иллюзия, это обман, это заблуждение, да, что-то такое нехорошее. Что-то вы отбросили и занимаетесь каким-то порядком. Что-то складываете, перекладываете, какую-то перестановку делаете. В общем, одним словом, вы наводите порядок. Плюс у кого-то еще может отыграться, как собирать вещи. Да, собирать вещи для какой-то поездки, либо по какому-то случаю. Значит, делаете вы это с большим удовольствием, и вам нравится, как это происходит, либо как это выглядит. То есть и порядок наведете, и в мыслях, и в доме, и если нужно что-то сложить, очень аккуратненько, компактненько все это поскладываете. Ну, с правой стороны это все в пользу. Это все хорошо, что вы делаете. Так, с левой стороны мужчину мне показывают. Мужчина, который запутался, тут целиком полностью запутался, заблудился. Вообще в каком-то упадочном состоянии настроения находится. Этому мужчине кто-то очень долго что-то внушал. Внушал, подговаривал, наговаривал, всякую такую смуту в голову вносил. Довел этого человека просто до исступления. Человек, может быть, даже каких-то дел натворил, которых не желал, не думал. Да? А теперь до этого мужчины начинает доходить. Доходить, кто ему близкий, кто ему чужой, кто ему друг, кто ему враг. Кто ему, например, там, любовь, да? А кто, наоборот, абьюз. Вот. У этого мужчины какие-то метаморфозы происходят. И мужчина реально как бы начинает разворачиваться в вашу сторону. У кого-то из вас отыграется, что мужчина в прямом смысле станет на вашу сторону, да? То есть без всяких там доказательств, разговоров, просто вот перейдет на вашу сторону. А у других отыграется, что мужчина наконец-таки поймет, кто вы и кто те люди, которые пытались им манипулировать, играть. То есть причины, для чего, почему, да, вот когда идет до него.
Вот. Я вижу, что он потихонечку начинает развязываться. Выходить из этого состояния гипноза, может быть, даже какого-то вот сжатого, замкнутого состояния. Здесь от мужчины ждите доброго, улыбок ждите, приятных разговоров, улучшение, да, между вами происходит. Опять же, вы все разные, у каждого отыграется по-своему, но тем не менее здесь позитивно будет. Вы уже не ждете, вы не надеетесь, может быть, махнули рукой на этого мужчину, а вот до него наконец-таки начинает доходить. Доходить, что он был просто пешкой в чужой какой-то злой игре. Вот. И, может быть, даже из-за этого вас обидел. Вот. Начинает это все доходить. Так, еще я вижу птицу. Птица, кстати, очень большая, похожая на, скорее всего, какого-то пеликана, альбатроса, да, что-то большое. Ну, нет, чайки такими большими не бывают. Тут клюв очень большой. Улетает в левую сторону. Вот крыло подняла, да, готовится лететь в левую сторону. Какой-то ненасытный и жадный человек, который, возможно, очень много от вас взяла, может быть, да, может, это женщина. Знаете, как будто бы брать у вас уже больше нечего, да, и человек думает, полечу-ка я более в рыбное место. Вот. Для вас это очень хорошее событие, которое вы очень-очень долго ждали. Опять же, вы все разные, у каждого это играется по-своему. Может быть, это какой-то абьюз на работе, может быть, среди родственников, может быть, какие-то обязательства были на вас взложены, и вы наконец-таки от этого избавляетесь. Улетает, и все, пока. Улетай. Вы ждали этого момента, и вот наконец-таки это происходит. Так, здесь в маленьком каяке плывет человек. Плывет стрелка вперед. Человека этого вы либо вовсе не знаете, либо такое, знаете, поверхностное знакомство есть. У вас с этим человеком неожиданная встреча произойдет. Неожиданная, и она будет очень приятной для вас. Опять же, помощь может оказать, да, хорошо к вам отнесется, какая-то поддержка, подсказка. Но вот прям этот человек едет, либо плывет, либо идет в вашу сторону. Здесь как случай, да, приведет этого человека. В нужное время, в нужный час этот человек появится в вашей жизни. С позитивным, с хорошим, с плюсом. Понимаете, встреча с плюсом идет. Так, еще здесь я вас вижу, как будто бы вы где-то прилегли, отдыхаете, как-то время проводите, да, отдых, нега, спокойной какой-то обстановке. Может быть, вы до этого очень много переживали, стрессовали. Может быть, вообще некогда было присесть. Здесь вам выдастся либо пару часов, либо пару дней, когда вы сможете вот именно отдохнуть, насладиться жизнью, привести не только тело, но и мысли в порядок. Очень такое благостное состояние у вас идет. Вот никто не дергает, не беспокоит, никуда не нужно ни бежать, ни лететь, ни какую-то работу тяжелую делать. Да? Вот вы так прилегли и отдыхаете, себе время посвящаете. Да? Кто-то с книжкой будет, кто-то, может быть, сериальчик интересный посмотрит, кто-то просто поспит. Да? Но здесь хороший такой момент, для вас хороший момент. Так, еще идти за чем-то ценным для вас. Куда-то вы отправляетесь, и дорога вас приведет, либо это, в принципе, ваш пункт назначения, да, что-то ценное для себя получить. Ценными могут быть не только вещи, но и, например, не знаю, информация, знания, ценные знания. Вот куда-то вы пойдете и очень недурно сходите, я вам скажу. Здесь и дорога светлая, и в пункте назначения вы вот прям с полными руками, и полная голова, да, и что-то получаете, какие-то знания еще получаете, либо подсказочки. Хороший момент. Не зря поедете, не зря сходите. Так, еще я вижу очень задушевный разговор между двумя людьми разных возрастов, разных поколений. Либо вы со своим родителем, родительницей поговорите, либо вы родитель, мама, папа, да, будете говорить со своим ребенком. Разговор очень задушевный и очень такой, знаете, открытый, честный.
Вот люди не просто словами обмениваются, они как душами общаются. Очень замечательно. Вам понравится. И так близки вы давно уже не были своим дорогим и близким, например, родственникам. Знаете, как и пообнимаетесь, и что-то повспоминаете, и о чем-то договоритесь, и все по-хорошему, все по-доброму. Кстати, если отношения были напряженные, да, либо холодные, то здесь вот прям потепление, здесь милота, здесь сердечность, здесь и уважение, и нежность друг к другу. Очень хороший момент. Так, здесь у нас вышел хрусталь, очень большой. Он светится, у него много граней. По хрусталю очень часто проходят гениальные идеи, которые нас посещают. Хрусталь вышел именно с вашей стороны, то есть это в вашу голову придет гениальная идея. Идея как ответ, как подсказка, как направление, да, либо как инструкция к действию. Может быть, вас что-то беспокоило, либо вы хотели в чем-то разобраться, либо вы хотели что-то решить, да, какой-то вопрос, какую-то задачу решить. Также может быть ситуация, вот мне нужно что-то делать, а я не понимаю. Вот не понимаю, что мне делать, куда мне идти, как мне поступить, с чего начать, как закончить. Очень классная идея. Кстати, кому-то эта идея придет во сне. Да, приснится какой-то сон, вы будете об этом думать, и потом такие: о, точно, это же вот оно. Вот прямо придумайте. Смотрите, никому об этом не говорите, иначе люди специально из злобы, из зависти могут вас и высмеять, и всячески там обгадить вашу идею, принудить вас отказаться от этой идеи. А идея просто вот, бриллиант, понимаете? Бриллиант. Не просто кристалл, а бриллиант, потому что здесь очень много граней, и он светится. Вот. Кстати, даже могут воспользоваться вашей идеей, пока вы думаете, пока вы собираетесь, уже другие будут делать, украсть, да, попросту украсть вашу идею. Поэтому смотрите, молчите, сделайте, потом расскажете. А до этого момента лучше молчите. Так, здесь я вижу, что вы какого-то кабана оседлали. В последнее время на цыпках очень много свинской темы у меня проходит. Значит, что-то меняется, значит, что-то происходит в вашей жизни. Здесь вы прям в прямом смысле слова дикого лесного кабана оседлали. Здесь речь может идти о каком-то хамском поведении малознакомого, либо вовсе незнакомого человека, либо вообще иностранца, например. Да? Оседлать такого кабана — это значит дать человеку отпор. Либо принудить, либо заставить этого человека вести себя прилично. Представляете, вы маленькая хрупкая девушка, огромную свинью заставляете вести себя прилично. Вы сами от себя этого не ждете. Здесь будут очень острые впечатления у вас после этого случая. И опять же, стержень, да, вы почувствуете свой внутренний стержень. Вы поймете, что вы можете, да, и вам все по плечу. Вера в себя у вас значительно вырастет, а у кого-то прям взлетит до небес. Так, еще какой-то человек, с кем вы давно не общались, вам напишет, либо звоночек от этого человека будет. Вы будете с этим человеком общаться. Первая мысль будет: о боже, а что ему говорить, да, о чем с ним общаться? Мы столько лет не виделись, либо там столько месяцев не виделись. Но вы знаете, достаточно интересно у вас разговор получится. Здесь легко будет вам общаться, легко и интересно. Девчоночки, если у вас когда-то, там несколько месяцев назад был поклонник, который неожиданно пропал, вот это, скорее всего, он. Ой, слушайте, пока я вам рассказываю, прямо на меня летела птица. Ух, точно поклонник, девочки. Вот прям как здесь, так и в жизни произошло. В окне вижу. Темненький человек, девчонки, вспоминайте, темненький будет вам писать, либо звонить. И разговор очень интересный у вас состоится с ним. Очень интересный, очень занимательный. И вам понравится. И вам будет приятно. Может быть, человек извинится, объяснится, там, расскажет что-то из того, что было и чего вы не знаете. Прям еще договоритесь на другую птицу, да, чуть позже там списаться, созвониться. У вас с этим человеком возобновляется диалог. Но не так, как было до этого, а по-другому, на каком-то новом уровне.
Хороший разговор. Так, еще придут новости о том, что что-то резко поменялось. Смотрите, я вам загадывала, и вы сами себе загадывали, на хорошее и доброе. Да? Значит, для вас эти новости, эти резкие перемены будут хорошими и добрыми. Но для кого-то это будет просто ад, кромешный ад. То есть что-то резко, глобально меняется. Вы в один момент уходите в огромный плюс, просто вот там зашкаливая, да, ваш рейтинг, а другие люди, либо другой человек просто вот в тартарары летит, в самую глубокую, не знаю, темную пропасть мира. То есть вот так разделится. Это даже не весы, это, знаете, как бездна и небеса, вот так. Что-то произойдет. Это произойдет в рамках, например, компании, где вы работаете, в рамках города, где вы живете, области, страны, либо, в принципе, в глобальном мире произойдет. Здесь люди к этому окажутся не готовы. Но те, для кого это будет плюсом, станут самыми счастливыми. Для кого это будет минусом, многие просто не справятся с этой ситуацией, да, впадут там, не знаю, в истерику, в отчаяние. Что-то прям плохое произойдет. Вы, мои хорошие, точно в плюс уйдете. Точно уйдете в плюс. Бояться вам нечего. Вот такое событие произойдет. Что-то меняется глобально, да, территориально, глобально. И вам это как раз на руку идет. Это вам помогает. Других топит, а вам, наоборот, помогает. Да, вас превозносит. Ждите этих перемен. Не знаю, следите за новостями, читайте паблики, газеты. Может быть, какие-то новые законы, распоряжения. Но что-то происходит. Происходит, и это для вас хорошо. Плюс я вижу радость у вас от того, что где-то кому-то откроется дорога. Не могу сказать где, не могу сказать кому, но вы будете очень рады. То есть у какого-то человека, видно, вашего близкого, знакомого, родного, появляется шанс куда-то, например, попасть. Да, для этого человека открывается дорога. Просто банально выехать, приехать, уехать, попутешествовать, да, открывается дорога. И вы будете очень рады. Рады за этого человека. Так, еще вижу, что вы какого-то льва дрессируете. Причем дрессируете очень удачно. Здесь какой-то цирковой трюк лев показывает. Но по львам обычно это любовники, это возлюбленные, да, это люди, которые, рядом, да, человек рядом с вами. Вы, возможно, и раньше пытались дрессировать, может быть, не всегда получалось. А тут вот какой-то фокус происходит. Вы даете команду, и человек, этот лев, да, он делает ровно так, как вы сказали. Вас это очень удивит и очень порадует. То есть долгие месяцы либо годы дрессуры не прошли даром. Наконец-таки, да, дошло, научился, освоил команду. Сдается мне, что это мужчина, который рядом с вами. Вы очень классный дрессировщик, очень гуманный, очень чувственный. Да, немножко вам не хватает жесткости, но тем не менее, видите, ваша тактика постоянного пряника дала результат. Все-таки команда была усвоена. Так, но мне вообще кажется, что это для девочек, которые в браке, да, либо долго с мужчиной проживают вместе. Вот для вас это играется. Прям сами себе порадуйтесь, скажете: могу, получилось, я умничка. Так, еще знак Овна у вас вышел. Овны обычно предвещают яркие события, успешные события и достижение либо получение желаемого. Когда вы на своем этом энтузиазме, на этой своей энергии желания добиваетесь того, что вы хотели. Здесь небольшой знак, значит, событие не слишком масштабное, но тем не менее его достаточно для того, чтобы вас порадовать. То есть все благодаря вам происходит. Так, еще вижу козла, который перестал есть капусту с левой стороны, как аппетит потерял. По козлам обычно очень противные люди проходят.
Противные, агрессивные, такие, знаете, упертые, которым ничего невозможно ни доказать, ни рассказать. Человек упирается в свою позицию, ну вот, типа я один умный, все вокруг дураки. Не ест капусту. Возможно, человек что-то у вас постоянно брал, либо за ваш счет как-то реализовал себя. И тут вот теряет аппетит. Да? Теряет аппетит, капусту он эту не ест. То есть либо этого человека меньше будет в вашей жизни, либо он перестанет как-то посягать на вас, либо на что-то ваше. Вот у вас прям настроение улучшается, вы думаете, ой, как хорошо, да, ой, как хорошо, что этот козел от меня отстал, что он не лезет к моей капусте. Такое состояние. Так, еще двери. Здесь двери, в которые вы будете выходить, ну просто вот ногой, да, с ноги будете открывать. Это не значит, что вы пойдете, будете выбивать там дверь, либо вести себя, да, подобным образом. Нет, это говорит о том, что вы, зайдя в какую-то дверь, зайдя в какой-то кабинет, будете легко и непринужденно решать какие-то вопросы. То есть для вас это будет легко, не трудно. Вас будут слышать, на ваши просьбы, на ваши замечания, на ваши пожелания будут сразу же реагировать, причем реагировать очень положительно. Не могу сказать, что за дверь, куда вы так с легкостью войдете, но тем не менее это будет. У вас это прям в центре вышло. Так, еще вижу, что вы как будто бы какой-то урожайчик собираете, но вы его не собираете полностью, вы так чуть-чуть там присматриваетесь. Там пошли пару там, морковок выкопали, либо пару репок, может быть, пару кустиков картошки. Да? Пока присматриваетесь. Вам нравится, как выглядит ваш урожай. И вы довольная, говорите, ну хорошо, мне все нравится, пусть еще порастет, пусть там нальется, да, увеличится, потом уже буду собирать. То есть это какие-то промежуточные результаты, которые вас действительно и удивят, и порадуют, и вам прям как-то полегче, что ли, станет, полегче. Так, еще я вижу, что вы сможете какую-то небольшую сумму денег как отложить, либо во что-то вложить. Небольшая сумма, небольшая, не обременительная для вас. Это хорошее начинание. Это очень хорошее начинание. Смотрите, у нас сейчас Луна в росте, в фазе роста. И все, что вы сейчас новенькое будете делать, начинать, все будет очень позитивно. Это будет расти и развиваться. Если вы во что-то вкладываетесь, то вложенная сумма, она будет с ростом Луны тоже расти. И опять же, это не будет там какой-то короткий промежуток времени, да, это будет какая-то постоянная основа. Это будет происходить какое-то достаточно продолжительное время, вот так правильно, да. Успешные всякие вот денежные операции, вложения, там, может быть, какая-то монетизация, может быть, даже какая-то инвестиция, да, это все очень для вас успешно идет, положительно, со знаком плюс. Так, еще я вижу свидание. Кто-то из девочек пойдет на свидание. Свидание как-то с первых, может быть, там минут не очень заладится, но под конец вечера вы будете очень счастливая, очень довольная и прям вся такая в лепестках роз, да, глазки будут сиять, щечки будут гореть. Не судите по первым минутам. Давайте человеку шанс раскрыться перед вами. Но мы привыкли, что мужики должны быть вот прям они самые смелые, да, они прям все могут, их ничем не пробрать. А на самом деле они такие же, как и мы, как, ну, я имею в виду, мужчины такие же, как и женщины, тоже и эмоции, и те же переживания, и страхи могут быть. Дайте человеку время прийти в себя, да, и как осуществить задуманное. Подарить вам романтику, подарить вам нежность, подарить вам комплименты, красоту подарить. Вот очень такое прям тепленькое свидание идет. Вы такая довольная будете, витать в облаках. Вот так мне идет. Так, еще. В венце у вас образ человека, у которого руки, они как ветки деревьев. Это очень хороший знак, знак того, что у вас все под контролем, что у вас все везде как просчитано, схвачено, продумано.
и все идет так, как вы, например, спланировали и решили. Здесь вы довольны собой. Хотя на одной из веток с левой стороны там какая-то зверюшка. И, судя по ее виду, она недобрая зверюшка. Да? Что-то есть, что-то есть. Может быть, какое-то незначительное отклонение. Может быть, что-то где-то все-таки вы не учли. Либо кто-то постарается вам что-то перепутать, напутать. Но это настолько минимально, это настолько незначительно по сравнению со всем остальным, что вы будете довольны, собой довольны, жизнью довольны, тем, как все складывается. Понятно, что нельзя быть 100% довольным всем и вся, но в вашем случае ближайшие дни действительно будут добрыми для вас, полными положительных моментов и событий, из которых вы будете извлекать, ну, скажем так, свои бонусы, да, свою выгоду, свою пользу. Мои хорошие, ничего не бойтесь, вы все делаете правильно, продолжайте в таком же духе, и жизнь ваша, вот я вижу, она меняется, да, она так потихонечку, там с краешков начинает, да, начинает меняться. Дальше будет больше, но вы тоже должны что-то делать, вы тоже должны стараться. Не в пессимизме прозябать свои дни, а бороться за место под солнцем. Тем более я вижу, что у вас достаточно и сил, и энергии, и вот душевного этого порыва, да, поменять свою жизнь. Мои милые, на этом все. Спасибо вам за внимание. Всем пока-пока.